Живется детям образование, дополнительное образование. У вас еще маленький, да, ребенок? Да, у меня ребенку 2 года. Ну, про образование вообще как бы, ну, я всегда живу, как бы планирую, живу в том времени, как бы, как подходит все, да. Я считаю, что ребенок у меня без напряжения, без особого, мы ходим в обычный нормальный садик, который ходит, все дети ходят, да, мы ходили в частный садик. Государство, естественно, например, не возмещает мне этих затрат, которые я проводила. Я получала 12, а за садик я платила 10. И я работала только потому, что я хотела просто работать. На самом деле, я поняла, что какое-то время уже вот, я уже как-то долго сижу дома, и надо идти. И я пошла работать только чтобы получать и платить за садик. Этот расход у меня был, 2000 оставалось там туда-сюда. А ребенок не болел? Ребенок, ну, болел, конечно, как у всех. Ну, как-то это быстро же все проходит. Не знаю. А сейчас мы вот буквально не так давно открыли для себя бассейн, воду. Что будет дальше, какое образование? Интересно, когда ты сам понимаешь, что ты получил какое-то не такое образование, ну, какое-то, чего-то как-то мало. Ну, вот я, например, у меня 2 высших образования, второе такое уже получилось как по необходимости или по возможности. Но я рада, что вообще закончила вторую как бы вышку, получила. И вот про ребенка своего уже начинаешь уже думать, а чего бы вот ему такое придумать в жизни. Но почему-то в последнее время я склоняюсь к тому, что мне хочется, чтобы ребенок мой реализовался в другом городе. Вот именно вот образование, вот это вся развлекательная, вот это вся, вот хочется, чтобы он ходил, слышал вот хорошие там, я не знаю, какие-то постановки, какую-то хорошую музыку. Ну, значит, этого здесь не хватает, раз я просто как мама считаю, что я хочу другого. И поэтому, если станет выбор, там, например, поменять какой-то город ради ребенка, да, это меня сдвинет с места однозначно. То есть, потому что теперь я уже о себе мало думаю, вот в этом плане прям, там, карьерный рост кто-то пишет, может быть здесь. А то, что ребенок будет видеть чистые улицы, которой здесь нет, какую-то другую культуру, какую-то правильную, что ли, то это да. Это, скорее всего, город можно и поменять, собственно говоря. Ну, потому что я вот здесь даже в университете... Лучше уж тогда страну менять. Страну. Страну? Ну нет, страну менять не стоит. Тяжело в другой стране. Я жила во Франции, это тяжело. Это... Хотя у меня ничего здесь не держало, я была еще не замужем, у меня не было ребенка. Я даже не знаю, что так тяжело. Может быть, маленько надо было перебиться, и вот мне предложили поступить в университет международных отношений там в Страсбурге. Я прошла там все уровни, все категории, там все сдала все экзамены. И вот раз и в какой-то момент меня оборвало, что мне надо домой. Может, это привязанность еще к маме, к папе, там это была такая сильная, что меня вот прям сработало, и я сразу собралась. Вот, я еще была в Париже какое-то время, и потом вернулась сразу домой. И поняла, что нет. Сейчас я жалею, конечно, чуть-чуть, но жить там нет. Жить надо в своем окружении с людьми, которые говорят на твоем языке. Это самое главное язык. Ведь язык это же не просто произношение, да, это вот какая-то пресуппозиция, это понимание чего-то. Это вот, например, Менталитет. я, например, смеяться, я там не смеялась, я там забыла, я смеялась, мне же не смешно. Я шучу, им не смешно. И ты, получается, ты вообще как дурак. Смеешься непонятно над чем. А когда ты не смеешься, и у тебя нет хорошего настроения, тогда, собственно говоря, вообще зачем там жить? Вот так. Ну вот, как бы вот это все.